Центр специального назначения создавался в сложный период истории нашей страны, в 1998 году, когда обстановка в приграничном Галском районе была очень напряженная и нестабильная. Руководство страны приняло решение о создании спецподразделения для борьбы с диверсионными и преступными группами. Первым командиром спецподразделения был Александр Солопов, заместителем Дмитрий Сангулия. Ежегодно численность личного состава спецподразделения увеличивалась, и сегодня это уже крупный центр со всеми необходимыми подразделениями и практически на 100% сформированным личным составом. За это время, конечно, были большие победы для нас, для нашей Родины, что касается центра нашего. Ну и, конечно же, были серьезные невосполнимые потери. Ну, как известно, где воюют, там погибают. Ну, на данный момент мы плотно контактим, плотно мы работаем с российскими спецподразделениями, повышаем уровень наших бойцов, пытаемся привести к тому, чтобы было намного меньше потерь. На данный момент можно сказать, что уровень наших бойцов ничуть не уступают уровню зарубежных спецподразделений. Как отметил начальник ЦСН полковник Рауль Харабуа, за 20 лет существования центра они никогда не испытывали недостатка в обеспечении. На вооружении бойцов спецподразделения новейшие образцы современного оружия, средств защиты и наблюдения, в том числе и в ночное время суток. Курсанты проходят жесткий отбор перед тем, как вступить в ряды спецподразделения. После прохождения специальных проверок их ждет 4-месячная подготовка, после которой им необходимо сдать все нормативы. Из 100% новобранцев обычно распределяем по отделам, из 100% 15-20 максимум, потому что многие не выдерживают, дисциплины не выдерживают, физическая подготовка и так далее. Отбор жесткий, но это наши реалии, так надо. В честь праздника отличившиеся офицеры были награждены медалями за безупречную службу 3 степеней. Им объявлены благодарности, а ряду военнослужащих присвоены очередные воинские звания. Президент Рауль Хаджимба поздравил сотрудников Центра специального назначения с 20-летним юбилеем. За все эти годы многое сделано в борьбе с терроризмом. Подразделение учится практически по ходу проведения соответствующих специфических задач. И не сомневаюсь, вся впереди стоящая работа перед вами будет выполняться качественно, с полной отдачей во имя нашего народа, во имя нашей страны. Разрешите мне от имени всего руководства Абхазии, от себя лично, поздравить весь личный состав, всех тех, кто способствует тому, чтобы это подразделение состоялось, весь тот персонал, который рядом с вами, с этим праздником, пожелать вам самого доброго, здоровья, ну и, конечно, эффективной работы во имя нашего государства. После официальной части гостям были продемонстрированы образцы оружия и военной техники, имеющиеся на вооружении Центра, а сотрудники Центра показали свои навыки и умения в тактико-специальной и огневой подготовке. В показательной программе бойцы ЦСН продемонстрировали порядок работы оперативно-боевых подразделений в условиях лесистой местности и городской застройки, а также задержание преступников, передвигающихся на автотранспорте. Также были показаны несколько учебных упражнений со стрельбой, выполняемых сотрудниками Центра для отработки слаженности и взаимодействия в составе небольших групп. В показательных выступлениях была задействована и военная техника, военно-транспортный вертолет Ми-8, вертолет огневой поддержки Ми-24 и бронетранспортер. Ирена Джопуа, Беслан Чинджери, Абхазское телевидение.